Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Сегодня мы окунемся в историю, которая не только пробуждает любопытство, но и заставляет сердце биться чаще с первых же секунд. Историю о человеке, каждый шаг которого способен изменить взгляд мира, потрясти индустрию развлечений и привлечь внимание миллионов без лишних слов. Представьте момент, когда мир словно замирает, когда камеры, огни города и все внимание публики направлено на одно имя. Имя, которое уже стало символом глобального влияния, больших сюрпризов и нового стандарта в международной индустрии развлечений. И сегодня вечером мы откроем новую страницу этого невероятного пути. Историю, которая заставит вас задуматься, готов ли мир к следующему потрясению. Вчера, во время прямой трансляции, Чонг Чонгук снова подарил момент, который заставил многих фанатов улыбаться без остановки. С самого начала он выглядел очень спокойным. Его тихий, уверенный взгляд неизменно привлекал внимание, а его улыбка словно освещала весь экран. Каждый раз, когда он смеялся, комментарии мгновенно наполнялись реакциями. Его мягкий, искренний смех делал атмосферу еще более теплой. Было видно, что он наслаждается каждой секундой. Многие зрители не могли отвести взгляд, ожидая, что он скажет дальше. Одним из самых запоминающихся моментов была его игра в хоррор-игру. В момент испуга он почти произнес фразу, но тут же остановился. Его естественная, быстрая и забавная реакция стала предметом обсуждения среди поклонников. Его выражение, смесь удивления и легкой паники, еще больше развлекло зрителей. Во время трансляции Чонгук также нашел время, чтобы поблагодарить ARMY. Его слова были теплыми, простыми и искренними, создавая чувство, будто он обращается лично к каждому зрителю. Другим моментом, о котором говорили многие, стало то, что Чонгук начал петь песню Джастина Бибера «All in my face». Его голос звучал чисто и естественно, без всяких эффектов, и комментарии моментально заполнили сообщениями восхищения и радости. Для многих это стало главным моментом всей трансляции. Его пение создало спокойную, завораживающую атмосферу, словно интимное выступление. Некоторые поклонники Чонгук начали увязывать маленькие детали трансляции с той позитивной энергией, которую они привыкли видеть от него. Не чтобы делать громкие выводы, а чтобы разделить тепло, которое он передавал каждым своим маленьким движением. Трансляция завершилась на очень приятной ноте. Чонгук излучал спокойствие и счастье, и каждая его реакция, каждый смех и каждое слово сделали эфир по-настоящему достойным просмотра до самого конца. Поклонники завершили день с улыбкой, обсуждая свои любимые моменты и с нетерпением ожидая следующей спонтанной трансляции. Когда человек не может вслух сказать, кого он любит, его действия начинают говорить за него. Это часто проявляется в отношениях между Тэхёном и Чонгуком, на которые поклонники обращают внимание многие годы. Чонгук выбирал персонажа медвежонка своим любимым не просто ради забавы, но потому что это имело для него особое значение. Позже он выбрал персонажа тигра. Он мог выбрать кого угодно, но оставил именно эти два образа рядом, словно их сочетание приносило ему комфорт и понимание. Эти два разных, но дополняющих друг друга персонажа неоднократно появлялись в его публичной жизни, всегда вместе, всегда последовательно. Во время концерта в Лас-Вегасе на столе было около 50 наклеек. Чонгук выбрал только две – тигра и медведя. Без колебаний он приклеил их на свою куртку. Любой, кто следит за ними много лет, знает, что эти образы часто связываются с Тэхёном и самим Чонгуком. Он даже несколько раз указал на наклейки, будто хотел убедиться, что все их заметили. Момент стал еще интереснее тогда, когда Тэхён взял те же наклейки и на мгновение остановился, словно узнав маленькое послание, и ответил на него по-своему.
После этого Тэхьон тепло обнял Чонгука, не глядя в камеру, без лишних объяснений. Такие моменты – часть их динамики. Тихие жесты, показывающие связь, которая строится на привычках и привязанности. Многие говорят, что любовь не всегда выражается словами. Иногда она проявляется в мелочах, во взглядах, выборе предметов, в коротком прикосновении. Это то, что поклонники замечают много лет. Речь не о громких заявлениях, а о маленьких, но повторяющихся деталях. Если человек действует последовательно, значит, на то есть причина. Это не случайность, когда два человека раз за разом узнают друг друга через такие маленькие знаки. Одним из примеров был момент, когда Чонгук назвал Тэхьона «моим маленьким медвежонком», сказав это спокойно, проводя рукой по его волосам. Тэхьон ответил ему мягкой, доверительной улыбкой. Наблюдать за ними всегда невероятно. Не только потому, что они делят сцену, но и потому, что их мужение и взгляды иногда выглядят так, будто они говорят на своем собственном языке. Они прикасаются друг к другу без причины, смеются вместе, танцуют спонтанно. Все это выглядит искренне. Даже перед камерой и среди толпы их близость остается естественной и непринужденной. Чонгук часто наклоняет голову, когда услышит смех Тэхьона. Тэхьон подстраивается под его ритм, не говоря ни слова. Поклонники, которые наблюдают за ними, знают, такие детали никогда не исчезают. Их взгляды, их тихая поддержка друг друга – все выглядит так естественно и постоянно. Одного легкого прикосновения или маленькой улыбки достаточно, чтобы увидеть их связь. Не нужны долгие объяснения. Даже когда атмосфера меняется, их способ быть рядом остается тем же – спокойным, близким и понимающим. Они ищут друг друга даже в толпе, сопровождают друг друга в тишине, соединены маленькими движениями. Именно эти простые моменты показывают что-то настоящее. Естественность – это то, что заставляет поклонников наблюдать за каждым жестом, каждым смехом и каждым взглядом. Потому что даже самые маленькие детали кажутся важными и интимными. Наблюдать за ними – это значит видеть, как отношения растут день за днем. Маленькие детали, которые другие не замечают, становятся очевидными для тех, кто следит внимательно. Их связь не выглядит навязанной или спланированной, она просто существует. Она видна в действиях, которые говорят громче слов. Все эти моменты подтверждают то, что никогда не исчезало. Отношение, которое развивается естественно, не нуждается в громких заявлениях, чтобы быть ощутимым. Чонгук и Тэхьон всегда показывали это по-своему, через жесты, маленькие решения и спонтанные реакции, которые просто текут сами по себе. Ничего не выглядит натянутым, все идет в ритме, который они создали много лет назад. Поклонники научились читать их тишину, замечая отношения, которые не всегда произносятся вслух, но видны через постоянство, которое невозможно скрыть. Когда два человека обмениваются улыбкой или взглядом, будто делятся секретом, это говорит больше 1000 слов. Такие отношения не нужно подчеркивать, они и так видны. И в этом их красота, связь, которая не зависит от сцены, расписания или расстояния. Они остаются собой, остаются комфортны друг с другом, продолжают находить друг друга в шуме и в тишине. Их естественная близость заставляет людей верить, что некоторые отношения действительно неизбежны. Поклонники могут только наблюдать, собирая маленькие фрагменты их взаимодействия и складывая их в большую картину растущей привязанности. Каждая деталь становится частью длинной истории, идущей годами. От концерта к концерту, от прямого эфира к следующему. Эта история не нуждается в драме, потому что именно ее простота делает ее такой притягательной. В конце концов, любовь в любой форме редко требует громких заявлений. Ей нужна лишь постоянная близость. И именно это показывают Чонгук и Тэхьон. Два человека, которые снова и снова выбирают друг друга в мелочах, понимают без слов и остаются связанными, даже когда мир наблюдает. В каждой тихой секунде, в каждом легком прикосновении, в каждой маленькой улыбке есть история, которую могут увидеть только те, кто смотрит сердцем. Каждый раз, когда они рядом, появляется тепло.
словно мир на мгновение останавливается, чтобы дать место уникальному равновесию, которое есть только у них. Их история не об доказательствах, а о двух людях, которые понимают друг друга тонко, часто незаметно для других, без драмы, без лишних объяснений, они показывают свою связь через постоянные маленькие действия. Для тех, кто следит за их жизнью, этого более чем достаточно, чтобы понять, некоторые отношения живут в самых нежных деталях, видимых только сердцем. Каждый раз, когда они рядом, возникает чувство спокойствия, будто они несут с собой маленький мир, понятный только им двоим. Мир, которому не нужны зрители, но который все же излучает тепло для всех, кто наблюдает. И в конце концов, когда огни гаснут и шум мира утихает, одно остается неизменным – притягательность звезды, которая продолжает разрушать границы и доказывать,